В Национальной библиотеке состоялась презентация книги «Чеченские писатели», автор трехтомного издания Абдулла Арсенукаев. Она содержит биографические статьи о чеченских писателях, в которых кратко изложены основные произведения, отзывы других авторов и многое другое. Подробности в следующем материале. Это не первая книга о чеченских писателях. Подобное издание уже выходило из-под пера другого известного чеченского писателя Адиза Кусаева. Теперь Абдулла Арсенукаев решил предоставить миру свою работу. Книга адресована вот именно этому контингенту. Учителям, преподавателям вузов, школьникам, студентам и широкому кругу читателей, которым интересна наша литература, наша культура. Мероприятие состоялось в стенах Национальной библиотеки. Собрался весь цвет интеллигенции, писатели, ученые. Не мудрено, такое событие происходит у нас не каждый день. Автору воздают должное, ибо работа, проведенная им, кропотливо. Все архивы уничтожены, судьбы многих писателей неизвестны, порой даже точную дату рождения установить трудно. Издание этой книги шла минимум 50 лет. До этого еще издавались книги биографического характера от чеченских и ингушских писателей. Туркаев Хасан, Адис Кусаев, Айдаев пробовал, Чентиева пробовали. Но это было в рамках того, как дозволяла советская власть. Здесь полностью раскрыта биография и судьба их. Он собирал этот материал долгих 10 лет. В книге содержится биография 23 писателей, основоположников чеченской литературы. В отличие от книг 1969 и 2005 года, в этом издании содержится более подробная информация об их основных произведениях, о взлетах и падениях и о связях с другими авторами. Когда вышла моя первая книга, я помню, «Писатели Чечни», в печати появилась статья под громким названием «Книга, о которой мечтали». Это действительно мечтали об этой книге. И там была рекомендация мне сделана, чтобы книгу быстро перевести на чеченский язык. Но я, занимаясь писанием второй, третьей книги, не успел это сделать. Но это сделал вот этот Абдулла Арсенукаев, мой большой друг. Совсем скоро это издание появится на прилавках магазинов и в школьных библиотеках. Также можно ожидать и вторую часть о современных писателях нашей республики.